Доброе утро! И в очередной раз приветствуем вас. Мы, Влад Портнов и Светлана Звонарева. Мы рады вас приветствовать. Сегодня пятница, 25 мая. И пусть это утро, проведенное с нами, принесет вам много положительных эмоций. Мы постараемся сделать наш эфир максимально информативным и полезным. Ведь в этот уикенд планируется много интересных событий. Мы вам поможем его распланировать точнее. Звенит последний звонок. Праздник прощания со школой. В кино. Обзор кинопремьер выходных. Итак, 5500 казанских школьников попрощались вчера со своими школами. Для них прозвучал последний звонок, который ознаменовал не только прощальный момент с детством, но и пригласил в новую, взрослую жизнь. Праздник, безусловно, трогательный для всех выпускников. И вчера вечером завершился он на Казанской набережной большим концертом. Но с утра во взрослую жизнь с напутственными словами в школах своих учеников провожали, конечно же, учителя. Есть традиция одна, школа ей всегда верна. Музыка летит над школой, пары вальсе вновь кружат. Das Gefühl ist aus der Kiste raus und es sieht wieder so blendend aus und das Leben wird zum Warenhaus, ich behalte es gleich an. Последний урок, последний звонок. Вот и наступил он, один из самых трепетных и волнующих моментов школьной жизни. Казалось бы, совсем недавно они первый раз сели за парты, впервые столкнулись с жизненными трудностями и радовались первым победам. Тогда они с нетерпением ждали того долгожданного звонка на перемену. Все-таки учителя очень грустно прощаться со всеми, и с друзьями, и с одноклассниками. Вот. Двойственное чувство, и радостно, и грустно вообще. Но больше радостно, наверное, потому что взрослая жизнь. Но сейчас, услышав последний звонок, им не хочется куда-то бежать. Они мечтают об одном – остановить время, хотя бы на мгновение. Второй дом, и очень не хочется уходить, но чувствуешь на себе ответственность, потому что все учителя как родители, и хочется оправдать ожидания, хочется вступить вот в эту взрослую жизнь и показать все, на что ты способен. Здесь они взрослели, находили друзей, выбирали увлечения, а кто-то даже встретил любовь. Школа останется в сердце каждого. Продолжаем программу. Театр имени Качалова приготовил для своих зрителей две потрясающие премьеры. Одна по пьесе Володина, а вторая по любимой книге детей и подростков «Приключения Тома Сойера и Геккельбери Финна». О премьерах и планах на ближайшее будущее Качаловского поговорим с помощником художественного руководителя по литературной части театра Дилярой Хусаиновой. Доброе утро, Диляра. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Диляра, вот одна из лучших пьес Александра Володина – это «5 вечеров». В вашем театре уже премьера прошла, она уже идет. Да. В данный момент, премьера состоялась 17 мая, прошла с большим успехом. Ну, не сомневаюсь в этом нисколько. Эта пьеса поставлена во многих театрах. Да. Вот в чем... Да, в чем вы новизну привнесли? Что нового у вас? Давайте так, как сказал Пастернак, талант – единственная новость, которая всегда нова. Поэтому любая постановка, созданная талантливыми создателями, это всегда уже, в этом уже прежде всего новизна, в том, что любая новая постановка – это уже нечто другое, да, то есть это новая постановка, это предполагает новую трактовку, потому что каждая пьеса воплощается идеей режиссера через артистов. В нашем театре эта пьеса не шла, пьеса замечательная, пьеса прекрасная, и поставлена сейчас Ильей Славутским на малой сцене нашего театра, замечательная ретро-история, проникновенная, о людях, очень человеческая история. Володин замечательный драматург, и вот эта история о счастье, о любви, пронесенной сквозь время, замечательно проникновенно сыграна нашими артистами Еленой Ряшиной, Ильей Петровым. Молодые артисты заняты в этом спектакле. И вот уже 2 спектакля прошло, и думаю, что это все случилось, получилось, потому что это нашло отклик в зале. И это самое главное, это для чего мы делаем. Так сложилось, что под конец сезона аж 2 премьеры. Первая
Мы про нее поговорили. Ну и вторая для детей «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». Премьера уже завтра состоится утром. То есть мы на подходе. Это для нас очень знаковое событие, потому что многие наши зрители и поклонники помнят, знают и любят спектакль легендарный, который шел у нас «Приключения Тома Сойера». Он шел у нас больше 10 лет. И вот около 10 лет он уже не идет в нашем репертуаре, но до сих пор зрители помнят, вспоминают этот спектакль. То есть вы возобновили или опять же привнесли что-то? Это новый спектакль, поставленный Александром Славутским. Он же ставил и ту редакцию, ту версию. Тогда была постановка осуществлена, это был дипломный спектакль актерского курса ГИТИСа, который Александр Яковлевич обучал в нашем театре. Сейчас, естественно, другие исполнители, сейчас новые костюмы, новые музыкальные аранжировки, новые даже названия, потому что это сейчас «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». Немножко по-другому расставлены акценты режиссером. Это замечательный, зрелищный, увлекательный спектакль по одному из лучших, я считаю, произведений детской мировой литературы, которые любили и любят, и замечательные, потрясающие люди, и великие люди. Вот у нас в программке, например, замечательное стихотворение Марины Цветаевой, где она вспоминает о приключениях Тома Сойера. Вот. В спектакле сейчас занято молодое поколение наше. Они своей энергетикой, своим азартом, своим желанием все это сделать и сыграть, заполнили просто этот спектакль. Замечательная сценография Александра Петракова, обновленная. Музыка звучит, музыка в стиле кантри, сделанные аранжировки нашим композитором Лейсан Абдулиной. И, думаю, замечательные будут актерские работы. Потому что... Актерская работа и актерская энергия вам еще пригодится, потому что мы знаем, что вы отправляетесь в гастрольный тур. И даже, по-моему, не один. Да. У нас в этом году вообще очень плодотворный получился сезон, потому что вот эти две премьеры, это одни из 4 премьер сезона. У нас прошел в октябре «Бег» Булгакова, была премьера, и в декабре ретро-концерт, когда зажгутся фонари на малой сцене. То есть у нас 2 премьеры на основной сцене и 2 премьеры на малой. Но под занавес сезона нам предстоит замечательный гастрольный тур Европа-Азия, скажем так, потому что в июне мы едем в Германию, в Ганновер. Мы приглашены туда со спектаклем «Безумный день» или «Женитьба Фигаро». Сыграем его 2 раза на сцене Ганноверского городского театра. А в июле мы едем в Китай. Мы едем в Китай, мы участвуем в международном театральном фестивале, который проводит в Пекине Пекинский народный художественный театр. Они к нам приезжали, они пригласили наш спектакль «Пиковая дама», который мы там сыграем 3 раза. А неужели вы нас оставите в такой ответственный момент, в момент чемпионата мира по футболу? Конечно, не оставим. Да, вы уже вернетесь к этому времени. Но ненадолго. И в культурную программу чемпионата мира по футболу включены 4 наших спектакля. Спектакли по произведениям русской и мировой классики. Это «Укрощение строптивой» Шекспира, это «Глумов» Островского, это «Женитьба» Гоголя, и это «Дядюшкин сон» Достоевского. Ну и кроме того, мы будем играть и свой текущий репертуар для наших зрителей, потому что закрытие сезона у нас 30 июня. До 30 июня мы ждем наших зрителей каждый вечер в нашем зале. Не только зрителей, но и, видимо, еще и туристов, потому что смогут прочувствовать всю культуру. И нашу, и зарубежную. Спасибо вам большое. Да, большое за интересный обзор. Хороших вам зрителей и аншлагов, конечно же. Все, ждем вас в театре. Увидимся завтра. Обязательно. В театре. Ну, а у нас пока небольшая реклама, короткая, так что оставайтесь на ТНВ. Доброе утро! Если вы верите предсказаниям астрологов, то следующие несколько минут вам помогут настроиться на нужный лад. Приступаем к традиционному в нашей программе гороскопу. Так, благодаря удачному стечению обстоятельств, многие овны сегодня смогут сочетать приятное времяпровождение с расширением кругозора и новыми знакомствами. Не теряйте контакта с друзьями и родственниками. Пусть даже они разбросаны по всему миру, такое тоже бывает. Тельцы, вас могут преследовать постоянные сомнения. Любопытство способно завести вас дальше, чем вы думали. К счастью, активный поиск сведений не помешает приятно провести время, тем более пятница. Близнецы, особенных перемен в вашей жизни гороскоп не обещает. В амурных делах все обстоит замечательно, вас любят и ценят. Главное, сами не лезьте на рожон и не пытайтесь критиковать каждый шаг избранника. У рака на личном фронте ожидаются изменения, увы, не в лучшую сторону. Вам предстоит сделать важный выбор по поводу дальнейшего общения с партнером. Ну, если вы морально к этому готовы, то не пасуйте.
Львы, в любовных делах будет важно умение открыться партнеру с неожиданной стороны. Как можно больше общайтесь со своей пассией. При невозможности прямого контакта обменивайтесь письмами, открытками, смс-ками, и это будет полезно. Как романтично. Девы, представителям этого знака сегодня свойственно легкомыслие, болтливость, противоречивость желаний. Попытка успеть сразу на нескольких фронтах приведет к суете. Остановитесь на одном желании и смело идите к его реализации. Ну, дева... Она и есть дева. Да. Это были прогнозы астрологов для первых 6 знаков зодиака. Оставшиеся 6 узнают свой прогноз чуть позже, в конце программы. Ну а пока мы все вспомним, что мы сами кузнецы своего счастья. Кстати, о кузнецах. Завтра и послезавтра впервые в Казани, в Старо-Татарской Слободе, пройдет фестиваль кузнечного дела. О нем говорим с Эльвирой Миниахметовой и Яном Тинчуриным. Здравствуйте. Добрый день. Ну, для начала, какие цели ставят организаторы этого фестиваля? Организаторы фестиваля, муниципальное бюджетное учреждение «Историческая среда» ставят целью своей популяризацию территории Старо-Татарская Слобода. Ведь на нашей территории сосредоточено 96 объектов историко-культурного наследия. Кроме того, мы хотим восстановить тот уклад жизни, который был характерен для Старо-Татарской Слободы с середины 16 по 19 века, где проживали известные ученые, богословы, купцы, а также и, конечно же, большая часть ремесленников. Среди них и кузнецы, которых мы приглашаем на первый Казанский кузнечный фестиваль. С них вы решили начать, я так понимаю, что продолжение еще будет. Продолжение следует обязательно. Да, но сегодня мы говорим все-таки вот о кузнецах. Вот правда ли, Ян, я к вам обращаюсь, что кузнечным делом, вернее, вот на этом фестивале любой желающий, кто придет, гостей, я уверена, будет много, немало, интересующихся, то, что, естественно, под присмотром профессионалов сможет смастерить какую-либо вещь. Это вот реально для человека, скажем так, вообще никак к этому делу не приспособленному. Нет, ну, совсем не приспособленных людей не бывает, руки-то две. Постучать молотком все-таки может каждый. Постучать молотком может каждый. В принципе, как вот мой личный опыт говорит, то есть я и в московских фестивалях участвую, и в Челябинске, в Златоусте, еще там, по-моему, в парочке городов. В общем-то, если даже 7-летний ребенок хочет, гвоздик он сделать может всегда. Хорошо, ну, раз уж заговорили про ваш личный опыт, расскажите, откуда у вас взялась идея такого необычного хобби? Ну, очень необычного. Это ваше хобби или действительно вы сделали это уже профессией, делом своей жизни? Ну, на данный момент это является моей профессией. Пришел я в нее действительно через хобби. Историк по образованию, то есть всю жизнь свою после выпуска работал на офисной работе. Ну, на офисной работе всем не хватает движухи какой-то, в хорошем таком смысле. Ну, то есть у кого-то это фитнес, у кого-то экстремальные виды спорта, у кого-то какие-то другие проявления. Ну, вот мне почему-то захотелось. И вы решили, пойду-ка я покую. Да, я как историк прекрасно понимал, что самый примитивный вариант кузницы может поместиться в рюкзак, поэтому я просто в ноябре сложил импровизировал кузницу в рюкзак и уехал на дачу. Ну, результат первого эксперимента были там 2 гвоздя и какой-то подсвечник. Нет, ну, это же не просто так вот взял, собрал рюкзак и пошел. Это же какие-то материалы, инструменты. Ну, на первом этапе на попробовать практически все можно найти под руками, под ногами в любом магазине. Так, ну и мы видим, как результат, да. У нас есть результат, собственно, в студии прямо сейчас. Что это? Это каминный набор Зеланд, причем это результат, скажем так, в 2 вариантах, ну, с 2 сторон это. Его основу придумал я, а вот так как в Казани мы практически все самоучки, то есть есть профессионалы, которые именно с корочкой, но практически все самоучки, при этом мы учимся фактически друг у друга. То есть вот это делал Семен, который сейчас у меня в кузнице работает, и который оказался в кузнице вот благодаря тому, что жизнь его как-то столкнула со мной. Ну, вот здесь на фестивале кто-то из особо одаренных, талантливых людей сможет ли сам что-нибудь подобное вот сделать? Сколько времени ушло, допустим, на эту работу? Ну, на эту работу, если ей заниматься так вот плотно, в принципе, 2 дня. Такой, ну, плотная, хорошенькая работа. Вот.
На фестивале такое, конечно, сделать будет очень проблематично, потому что фестиваль — это некие такие полевые условия, то есть накладывающие свои ограничения. То есть, ну, какие-то мелочи, скажем так, приятные, опять же, гвоздики, монетки, гвоздики, может быть, монетки, подковки, розочки, тем более, что какие-то заготовки мы уже приготовили, привезем с собой. Эльвир, ну, кроме мастер-классов по кузнечному делу, что еще люди увидят, услышат, может быть? Людей ждет очень обширная культурная программа. В свою очередь хочу поблагодарить администрацию, преподавателей и студентов Казанского государственного института культуры. Будут выступать студенты, а также у нас будут выступать детские коллективы, детские музыкальные школы. Мы покажем мюзикл детский. А также на второй день запланировано выступление и хора ветеранов Кичке-Утлар. То есть богатая культурно-обширная программа, выступления детских и взрослых коллективов. И кроме того, если, я надеюсь, к нам придут семьи с детишками, то у нас будет богатая программа по мастер-классам. А это для детей? Для детей. И совершенно бесплатно. Это и кожевенное ремесло, и плетение бус, и бисероплетение, и изготовление изделий из меха, то есть гончарное ремесло, роспись по керамике. Очень всего много. Изделие из меха мне заинтересовало меня это очень. Приходите, слушаем теперь место, сроки, время, адреса и явки. Итак, фестиваль начнется завтра в 12 часов дня, будет у нас торжественное открытие. Закончится первый день в 5 часов вечера, а на второй день, в воскресенье, ждем наших гостей с 10 часов утра до 3 часов дня. В Старо-Татарской Слободе на улице Каюма-Насыри. Я думаю, все знают, это красивая пешеходная улица. Также будут организованы и экскурсии по Старо-Татарской Слободе. Мы уверены, что очень много гостей будет, и всем понравится. Спасибо вам. Удачно провести фестиваль. Ну, а если кто-то решил провести предстоящие выходные в тишине и в уединении, то вам будет интересна наша следующая рубрика. В продаже появились несколько интересных книжных новинок. Вера Гаранина расскажет о них. Доброе утро. Хочу вам сегодня представить книгу Филиппа Грегори «Белая принцесса. Старая Англия. Эпоха Тюдоров. Дом Ланкастеров». Если вам интересна эта тема, то вы захотите прочесть эту книгу обязательно. Все-таки несколько слов о ней я скажу. Это книга о нелюбви. Елизавета Йоркская ненавидит своего мужа Генриха VII. А дальше политика королевства тесно переплетается с семейными конфликтами. И уже непонятно, кто в семье кому друг, а кто кому враг. Лично меня еще напрягала география этого романа, потому что герои постоянно переезжают из одного дворца в другой. Ты при прочтении невольно иногда впадаешь в ступор. И все-таки, если вы прочтете этот роман, то Старая Англия вам станет ближе. Я хочу вам представить две книги Алексея Иванова. Я бы сказала, 2 тома. Первый том называется «Тобол многозванных». Это роман «Пеплум». «Пеплум» – слово кинематографическое в большей степени, но Алексей Иванов употребляет его к своему роману не случайно, поскольку это слово обозначает недостоверное изложение исторических фактов. Вот Алексей Иванов тоже не преследует цель создать исторический роман. Он делает попытку выстроить канву отношений всевозможных уровней времен Петра I в огромной Сибири. То есть это не историческая вещь, это вещь с налетом история. На мой взгляд, ему это удалось, писателю это удалось, потому что роман получился очень гармоничный и очень глубокий. «Тобол многозванных». Вторая книга Алексея Иванова «Тобол малоизбранных» – это продолжение первой книги. Здесь автор ставит те же самые задачи, здесь те же самые герои. Сюжет получает просто дальнейшее развитие. А задачи такие: деньги, власть, религия. Вот всякий раз человек в своей жизни проходит через эти испытания. И автор говорит, что много званых, но избранных мало. Очень мало людей, которые способны противостоять жажде наживы, почести и славы. Алексей Иванов. «Тобол многозванных, тобол малоизбранных».
Продолжаем говорить о культуре и продолжаем направлять вас в выборе приятного времяпрепровождения в эти выходные. Сегодня в Казани открывается очень интересная художественная выставка «Московские казанцы». Так называется проект из работ Веры Вельковицкой. О живописце и графике, а также о выставке говорим этим утром с директором Московской галереи Ильдаром Галеевым и искусствоведом Ольгой Улемновой. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Итак, Вера Эммануиловна родилась в Казани. Пик ее творчества пришелся на 20-е годы прошлого столетия. Много ли работ сохранилось и как они восстанавливались? На самом деле Вера Вельковицкая художница, которая в Казани достаточно известна, не только в Казани. Известна как, в первую очередь, художник-гравер, художник-график, как член графического коллектива «Всадник», известнейшего объединения 20-х годов. А вот на этой выставке мы ее представляем как живописца и рисовальщика. И эта выставка будет открытием для наших любителей искусства, поскольку ни живопись ее не видели, ну, фактически 100 лет уже никто. Подавляющее большинство ее рисунков тоже не видели. Все это хранилось в очень, подчас не очень хороших условиях, в разных ответвлениях большого рода Вельковицких, известного в свое время в Казани. Представители и науки, и культуры внесли свой вклад в культуру нашего города, нашей республики. И вот буквально в течение нескольких последних лет внучатая племянница художницы Наталья Эммануиловна Вельковицкая занялась тем, что она стала собирать в разных городах: Казань, Москва, Петербург, Алма-Ата, Торонто произведения своей родственницы, и вложила, ну, просто колоссальный, ну, и состояние труд в реставрацию этих произведений. Вообще далеко не каждому художнику повезло в том, что к его наследию так бережно относится. Это правда, да. Я должен добавить, что для меня Вера Эммануиловна Вельковицкая, ну, я ее вообще как бы ощущаю как нашу современницу. Настолько актуально ее творчество и актуальна ее жизнь. Можно проводить параллели между той ситуации, в которой вызревал ее талант 100 лет назад, и сегодняшней ситуации. И вообще пример жизни и творчества Веры Вельковицкой – это для юноши, обдумывающему житье, если перефразировать слова Владимира Маяковского, это очень хороший пример, потому что это способ, талант достичь успеха в отдельно взятом каком-то виде творческой деятельности. Ее творчество на тот момент было очень актуальным. Это часть актуального искусства. Если проводить какое-то сравнение с сегодняшними днями, то творчество Веры Вельковицкой не только для Казани, но и для России имеет особое значение. Она участвовала во многих известных выставках 20-х годов, приобрела известность, славу. Но впоследствии наступило десятилетие забвения. И сейчас мы делаем все необходимое, все, что возможно в наших силах, чтобы реанимировать ее творчество, показать ее жизнь во всех ее гранях. Вот почему проект называется «Московские казанцы»? Вот вы сами причисляете себя? Я отвечу на этот вопрос. На самом деле это целая серия выставок. И Вера Вельковицкая – это лишь первая выставка из этой серии. И будут представлены выставки художников. То есть это не только ее работы будут так называться? Осенью будет еще несколько выставок, которые пройдут под этим же наименованием «Московские казанцы», но это будут уже другие художники. Просто на самом деле вот в 20-е годы целая когорта казанских художников, которые здесь имели успех, очень активно творили, были вынуждены уехать из Казани вследствие, ну, сложившейся не очень благоприятной обстановки в художественном мире. И обосновались большей частью в Москве. Там сложилась целая такая вот землячество, можно сказать, казанцев. И вот это выражение «московские казанцы», это выражение одного из вот ярких представителей этого сообщества, Константина Чеботарева, чья выставка, кстати, уже тоже прошла в музее. Тогда просто у нас не пришла в голову такая идея вот, объединить все это одним названием. Вот. И мы будем представлять творчество и Дмитрия Мощевитина, и Дмитрия Красильника, Дмитрия Жилова. Владимира Кудряшова. Владимир Кудряшов уже был представлен в Галеево галерее. И вот хочу сказать, что тут есть еще и второй смысл вот у этого проекта, второй подтекст, потому что
современный московский казанец Ильдар Галеев, давний партнер и очень верный партнер музея, очень добрый партнер музея в разных художественных проектах, вот тоже является соратником вот в подготовке этих выставок и всего этого проекта. Я, кстати говоря, жил в Казани на улице Шамиля Усманова, в 2 шагах отсюда, вот где вот мы сейчас с вами находимся. То есть вам здесь все родное и знакомое, можно сказать. Да. Ну что ж, московские казанцы запомнили эту выставку, обязательно посетим и поинтересуемся о творчестве наших земляков почти 100 лет назад. Сейчас мы продолжим нашу программу и расскажем, что интересного сегодня на телеканале ТНВ. Афиша прямо сейчас, внимание. Мы не миллионеры. Значит, надо больше работать. Супер! Ты уже и меня достала. Ты можешь хотя бы сделать вид, что тебе не все равно. Лена все больше втягивается в жизнь простой семьи и даже находит общий язык с детьми Димы. Но тот понимает, что розыгрыш зашел слишком далеко. «Жена на прокат» сегодня в 9:00 на ТНВ. Обзор культурных событий города, яркие премьеры и люди, без которых немыслима творческая жизнь Казани. Сегодня в выпуске «Наивное искусство и его вдохновитель». В Казани проходит выставка художника Нико Пиросмани. Ни с чем не сравнимое многоголосие. В нашем городе выступил грузинский патриарший хор «Басиани». ДК сегодня в 14:15. Ну что ж, пока все. Возможно, я еще вернусь, если что-то забыл. Ты забыл снять кольцо. Алиф – успешный врач. Клей – хоккеист-неудачник. Но это не помешало им пожениться и завести золотистого ретривера. Но сейчас дело движется к разводу, и бывшие возлюбленные начинают нешуточную борьбу за собаку. Имущество с хвостом. Сегодня на ТНВ. Сейчас мы ненадолго прервемся. После этого к нам придут музыкальные гости. Да, будет будет музыкальный сюрприз. Обязательно нас дождитесь. Настало время для обещанного еще вчера сюрприза. У нас в гостях участники группы «Прогульщики» Владимир Жирнов и Илья Захаров. Доброе утро, джентльмены. Доброе утро. Привет. У нас чемпионат мира на носу. Давайте сначала... Так, с вашего позволения, Светлана, мы с ребятами про футбол поговорим. Ну, мне выйти? Или можно остаться? Оставайтесь. За кого будете болеть? Ну, после России, естественно. Да? Ну, хорошо. Россия и еще кто-то, кто близок к душе. Я почему-то вообще очень люблю сборную Англии, потому что они считаются родоначальниками футбола, и я все-таки, наверное, отдаю свое сердце им. После России, естественно. Так, Илья? Тоже когда-то был фанатом Англии. А что случилось? Чем так разочаровала вас Англия? Нет, потом я вообще в баскетбол перешел. То есть футбол, это, в общем-то, вас как-то так касается, ну, чисто по творчеству. Да. Билеты на какие-то матчи уже купили? Или будете посещать матчи, или... Ну, я все еще надеюсь, что нас пригласят на какой-нибудь. Но обязательно, конечно, будем. Все-таки это мировое событие, и пропустить это грешно. Да, вы в любом случае, я так понимаю, что не пропустите это событие, не останетесь в стороне, потому что будет большой фестиваль, будет множество работать площадок музыкальных. Да, как вы собираетесь? Где вас можно будет послушать, посмотреть? Нас уже пригласили на несколько площадок по России. Это Нижний Новгород, несколько городов, где не будут проходить матчи, но будут тоже фан-зоны, где будут смотреть игру. Ростов, Москва и, конечно же, наша любимая Казань. Мы конечно не пропустим. Же, вы нас обидите, если в своей родной Казани не порадуете. Вот в чем опасность-то. Не то, что не хватит билетов. Да, нам не достанется прогульщиков. Просто ребята будут слишком заняты. Но вы уже внесли свою лепту в большой мировой праздник. Мы знаем, что у вас есть свой вариант гимна чемпионата мира по футболу 2018. Чья идея, как он называется? Идея была Владимира. Писали мы ее вместе. Называется она «On the Wave», на одной волне. То, что вот стадион и все вот, ну, есть же вот эта тема с подниманием рук. Да. Вот, тема вот такая. Уже прогоняли эту песню на выступлениях? Да, пробовали где-нибудь? Нет, вы сегодня первые. Да ладно! Ничего себе, нам повезло. И нам, и нашим зрителям. Да, в соцсетях можно ее как-то найти, послушать, выучить текст? Мы пока еще ее не анонсировали, то есть мы решили начать с нашего любимого телеканала, поэтому
Супер дебют. Поэтому сейчас будет произойдет. Здесь первый раз. Тогда, ребят, есть несколько минут для того, чтобы подготовиться. Мы сейчас будем слушать внимательно, учить слова. Эксклюзив. Припев наверняка какой-нибудь запоминающийся. Да, послушаем, да, лучше услышать. Отлично, ребята. Через несколько минут обязательно вас послушаем. Пока киноафиша. Узнаем, что в кино в эти выходные есть интересного. Внимание. «Звездные войны» выходят в тираж. Покажите человека на этой планете, который бы не слышал про эту серию фильмов. Нет таких. Кинопроизводители решили, что пока слава жива, нужно снимать новые картины и считать прибыль. Новая работа называется «Хан Соло. Звездные войны. Истории». А ты хорош. Немного неотесан, но хорош. Есть работенка. Матерый гангстер набирает команду. Я водитель. И я пилот. Я всю жизнь ждал этого шанса. Что думаешь? Много ты понимаешь. Итак, в первых фильмах Хан Соло — это состоявшийся персонаж, контрабандист, который 7 раз облетел всю галактику. Но биографических подробностей немного. Что ж, теперь узнаем лучше историю Хана. Получается, эдакий приквел к фильму 1977 года. Хочешь попробовать? Далее отечественный фильм «Черновик». История сложная. Все обстоит примерно так. Есть масса параллельных миров, и наша Земля — лишь один из них. Главный герой становится избранником, таможенником между мирами. Ну а наша реальность оказывается черновиком, на котором проводят эксперименты. Поэтому у нас случаются катастрофы. В других мирах такого нет. Для этого и нужен черновик, чтобы не допускать ошибок в своем мире. Все ваши войны и катаклизмы происходят, чтобы здесь этого ничего не было. То есть наш мир — это что? Для вас просто как бы черновик? Герою, конечно же, обидно слышать про Землю-матушку. Что будет дальше, увидите. Я готова. Ну и самый актуальный фильм, потому что у нас началась пора последних звонков, выпускных. Секса не будет. Что-то описывать не вижу смысла, потому что выпускники хотят устроить тусовку, а родители мешают. Классика. Мы будем зажигать на выпускном. Папа, ты здесь зачем? Я не пропущу самый важный вечер в твоей школьной жизни. Вручение аттестатов? Аттестаты для ботаников. Ну а папы особенно беспокоятся за дочерей. Не натворили бы чего лишнего. Судя по тому, что жанр комедии, все закончится хорошо. Примитивный, но забавный молодежный фильм. Возможно, основанный на реальных событиях. Наши дочери действуют бездумно. Их надо остановить. Я с тобой. Ну что ж, последний фильм был точно не для детей. 18+ там ограничения, но у нас есть подарочек для детей, да, чтобы их не оставлять в стороне. Итак, 1 июня, День защиты детей, ну и 1 июня состоится шоу «Елка-2». У нас есть билетик для юного зрителя, который мы отдадим, ну, видимо, кому-то из родителей, который правильно ответит на наш вопрос. Вопрос звучит так. Вспоминаем елку. Наверху что находится? Год. Вот после того, как котейка сорвала всю мишуру с елки, наверху остается звезда. Она одна. Что обозначает звезда? Что олицетворяет звезда? Да. И символизирует. Даже если, чтобы дать подсказку, какую звезду символизирует, олицетворяет эта звезда. Если знаете правильный ответ, 570-50-75. Дозванивайтесь. Ну а пока мы посмотрим, узнаем, что же интересного сегодня в Казани. Афиша событий от Камилы Хакимуллиной. Всем привет! Сегодня 25 мая и вновь с вами я, Камила Хакимуллина. В пятницу хочу рассказать вам о 2 замечательных спектаклях. Внимание к сюжету! Спектакль «А не съесть ли нам кого-нибудь?». 3 мужчин в элегантных черных костюмах волею судьбы оказались в открытом море на небольшом плоту. Они голодны, и этого вполне достаточно, чтобы ситуация вышла из-под контроля. Это история о человеческих отношениях, политике, жизненных ценностях, слабостях духа и силе слова.
Выстрел. На первый взгляд в истории рассматривается история одной неоконченной дуэли, но эта встреча стала главным поворотом в жизни для главных героев. Выстрел, который летел через года, навсегда оставил след в судьбе графа, графини и самого Сильвио. Не упустите возможность посмотреть этот спектакль сегодня вечером. Но это еще не все. Продолжайте нас смотреть, ведь в следующих сюжетах вы узнаете, что предлагает наша рубрика для того, чтобы ваши выходные прошли не менее интересно. Поехали! Однажды, когда этот мир обессилит от жажды, и каждый поймет, наконец, в чем он был виноват. Машина времени в Корстоне в эту субботу. В этот раз машина возвращается на берег Волги после 5-летнего перерыва с программой «Оставайся собой». В нее вошли золотые хиты и композиции из нового альбома «Вы». Творческий вечер Игоря Прокопенко. Творческая встреча с семикратным обладателем национальной телевизионной премии ТЭФИ и главных наград в области документального кино даст вам редчайшую возможность узнать тайны цивилизации, услышать о теории заговора, загадочной гибели советской космической станции и о том, кого встретили на Марсе американские астронавты. Честно и откровенно он ответит на вопросы пришедших. Богатая на события выдалась неделя. Надеюсь, увидимся и на следующей. Ведь благодаря нашей рубрике каждый найдет себе занятие по душе. Всего вам доброго и отличных выходных. Ну и у кого-то будет занятие на 1 июня. Спектакль шоу «Елки 2». «Елка 2». Да, и мы сейчас узнаем, у кого у нас на связи телезрительница. До нас Доброе утро, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Людмила. Людмила, ну так что обозначает звезда на новогодней елке? То, что звезда на елке, она означает Вифлеемскую звезду. Да, конечно. Приурочена к Рождеству. Все мы поздравляем вас, вы молодец, и вот этот ваш заслуженный приз. Ваше чадо будет рада. Оставайтесь на связи, сейчас вам расскажут, как забрать этот подарок. Ну, а про звезды мы еще поговорим, потому что у нас продолжение гороскопа, еще 6 знаков осталось. Весы. Итак, у весов неплохое время для знакомств, многие из которых обернутся удачей и усилят справедливую уверенность в собственной неотразимости. Наладить контакт с нужным человеком сегодня можно при помощи любого из доступных вам средств связи. У скорпионов возможны внеплановые расходы, особенно под чужим влиянием. Покупки будут удачными, если вы знаете меру и умеете вовремя остановиться. Стрельцы, вам нужен диалог. В одиночестве вы быстро заскучаете. Вам несложно очаровать собеседника, но незаметно вы можете сами очароваться им, особенно если это женщина. Ну, конечно. Да, тем более, что сегодня пятница. Здоровье козерогов сегодня не слишком устойчиво. Возможны и перепады настроения. А еще это подходящее время для поездок, виртуальных контактов, чтения, обмена мнения с домочадцами. Да, ну то есть широкий выбор. Да, широкий выбор. Даже очень важные решения водолеям сегодня даются очень легко. День благоприятный для романтических свиданий. Вы сможете провести довольно много времени со своей половинкой и при этом получить массу эмоций. Ну а как иначе, когда... Рыб тоже ждет сегодня непростой день. Вам будет сложно отстоять свою точку зрения и сохранить спокойствие. В вечернее время возможно ухудшение самочувствия или легкое недомогание, которое нарушит ваши планы. Ну что ж, а теперь обещанный сюрприз от наших гостей для наших любимых телезрителей. Премьера гимна, группа «Прогульщики». Встречайте их бурными аплодисментами, несмотря на то, что вы находитесь перед своими телеэкранами. Парни, вперед! So carry on, just carry on. You're not alone. We are the one. We are the one. Struggle, struggle between me and you. Don't you think that I wanted to come together? We're gonna make a breakthrough.
Try, doing all things day by day without our wings. Honestly, we all can be kings on the way of our memory. On the way, like a family. On the way, like it's we watching the stars. Gonna move to Mars. We're burning the fire, explain our desire. Everybody should see a light inside. Our play just starting out. The fire between you and I. Our play just starting out tonight. Now what you've got, you've seen a lot. You felt too much, and I know this far you won't give up. It's not in your blood. Flying, falling over again. Start your day with a brand new name. Just remember, there's no endless rain. On the way of our memory. On the way, like a family. On the way, like it's we watching the stars. Gonna move to Mars. We're burning the fire, explain our desire. Everybody should see a light inside. Our play just starting out. The fire between you and I. Our play just starting out tonight. No, we won't give up. No, we won't give up. No, we won't look back. It's not in our blood. No, we won't give up. No, we won't give up. No, we won't give up. Starting out. The fire between you and I. Our play just starting out tonight. Группа «Прогульщики». Ну что ж, новый хит этого лета прозвучал в стенах нашей студии. Но я надеюсь, что эта песня будет очень часто звучать во время чемпионата мира по футболу 2018. On the Wave запомнили и на этой волне. Хорошего настроения. Мы вам тоже желаем отлично провести приятных выходных. Каждый будний день в 8:10. Программа «Здравствуйте». Мы насыщаем вас полезной информацией. Ну и дарим хорошее настроение. Мы стараемся. Сегодня с вами были Светлана Звонарева, Влад Портнов. Ну что ж, если все-таки кто-то чего-то не увидел, не заметил, не запомнил, тогда наши интернет-контакты, наш сайт tnv.ru, в Ютьюбе тоже нас можете найти, и группа ВКонтакте «Утренняя программа «Здравствуйте». Ах да, конечно, самое главное забыли пожелать всем выпускникам не переусердствовать в праздновании последнего звонка и хорошо удачно сдать ЕГЭ. Да, все, ребятки, всем удачи. Пока-пока.